А вас что, ребят, забрали или что? Ну, документы все нормально, они деньги спрашивают. Деньги спрашивают? Сколько денег? 5000. 5000 с каждого? Кто сказал? Пальцем покажи его, кто из них сказал. Это значок, номер у меня есть. Номер есть? Да. Давай продиктуй, пожалуйста. А то получается, что нас Лобанов не пускает. Здравствуйте. Вы ко мне? Да? А вы? А мы в дежурную часть. А что с камерами-то? А почему нет? У А вас же потом- камера есть. Потому что нельзя. Что? Потому что нельзя. Вы Зачем по запретить? какому вопросу пришли? По вопросу заявления, написания. По поводу чего? Мы сейчас определимся. Ну вы скажите мне на слова. На словах. Для начала, чтобы я вас запустил. Я Камеры выключаете и потом заходите. У нас если- режимный объект ВД ЮАО. Связывайтесь и с ними совместно заходите. То есть вы сейчас запрещаете мне зайти? С камерой, да. С включенной камерой, да. Вы запрещаете? А с выключенной? Товарищ майор, фамилия ваша как? Кузнецов Александр Иванович. Александр Иванович, Да. смотрите, если вы сейчас нам не предоставляете доступ к дежурной части, на вас С будет камерами. Пожалуйста. написано. Да с камерами, Это без камерами. Это ваше право. Это вот мое имущество, я хочу вместе с ним. Ознакомиться. Выключайте. Я не могу ознакомиться, что ли, сейчас? Ну вы читайте, я говорю, камеру Нет, выключайте. Так, секундочку, пожалуйста. Камеру, говорю, Товарищ выключайте. майор, смотрите. Вот мой паспорт, да? Если вы считаете, что я нарушаю, оформляйте мне, пожалуйста. Я говорю, выключайте камеру. По какой статье меня будете оформлять? Вот вам паспорт. Я вам сказал, вы Привлекайте. заявление хотите писать? Садитесь, пишите заявление. Я заявитель, дайте мне План бланк, я дайте. буду писать. Какие-то крики, собственно говоря. Уже давно все разъяснено. Я же говорю, вы провокатор. Товарищ майор, уже давно все Зайдите разъяснено. сюда и устроите. Уже давно все скандал. разъяснено, что Присядьте, пишите. собирать информацию гражданин может любым удобным способом в соответствии с конституционной нормой. Чего устраивать? Информацию о чем? Обо всем, что хочу. Это мое право, законное. Объяснение бланк. По какому вопросу это заявление? Я не знаю, вы будете оценивать. Но вы на словах скажите хотя бы. Что вы будете писать? На опорах для знаков установлены незаконные таблички, вводящие в заблуждение участников дорожного движения. Где? В городе Москва. Вообще в целом? Нет, по конкретному адресам я сейчас все напишу. Хорошо. Что-то мы уже написали, что сейчас еще напишем, допишем. А вас что, ребят, забрали или что? Ну, документы все нормально, они деньги спрашивают. Деньги спрашивают? Сколько денег? 5000. 5000 с каждого? Кто сказал? Пальцем покажи его, кто из них сказал. Это значок, номер у меня есть. Номер есть? Да. Давай продиктуй, пожалуйста. Вот дежурный тоже был. Вот у него этот авиабилет, если не пускает, он должен идти. Ага, отлично. А номерочек значка скажи, пожалуйста. Нам тут о преступлении сообщают Ну, граждане, Нам то, говорят, что вымогают 5000 деньги рублей. Вымогают 5000 рублей у них. Это что такое? Кто вымогает? Сейчас узнаем. Значок, Что номер знаю? есть у меня. Кто Я вымогает? знаю, кто спрашивает. Так, это надо в ФСБ У звонить. него тоже, у него авиабилет есть тоже, билет, вот опоздал. Опоздал уже, да? Да? Сюда идите оба. Подождите секундочку, подождите секундочку. У нас заявление по поводу того, что эти граждане, у них На вымогают деньги. словах Мы щас можно ФСБ. сказать все, что угодно. А мы сейчас на Они бумаге нам напишем. на камеру сказали, мы сейчас все это дело Вот оформим. авиабилет. Он опоздал, он должен сейчас Ну, нет. аэропорт. Что? А я тут услышал о преступлении. Он мне сказал, ну, окей. Билеты, Я да? сейчас разберусь, что мне делать. Да, Вы мне, пожалуйста. фальшивая регистрация. А куда? Если 5000 даешь, ну, Я мы паспорт опустим положил 5000. на стол. Если кто-то. Это кто, хочет полицейский меня сказал? запретить 5000 на камеру, даешь, отпустим тебя? Вот дежурный, а еще значит... Что, простите? есть, кто спрашивает. И этот говорил, да, вот который сейчас вышел? Мне на камеру только что Да? сообщили о преступлении. Молодцы какие. Вашу фамилию именно назовите, пожалуйста. Табекович. Откуда? Из Узбекистана. Узбекистана. А вы? Алтынбек Рустамбек. Узбекистан? Нет, Кыргызстан. Киргизстан. Понятно. В каждом отделе практически заходим, в каждом отделе стоят лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, у всех вымогают деньги. 4-5 тысяч, 3 тысячи. Нет, 5 спрашивают. Ну, вот здесь в данном случае 5 тысяч, да. А можно, пожалуйста, с полицией соединить? А что случилось? Мы сейчас пришли в отдел полиции писать заявление, а здесь услышали о том, что здесь происходит вымогательство от потерпевших.
Они стоят и у них деньги вымогают. Вот мы хотим им сообщить. Пожаловаться на сотрудника? Я хочу сообщить сейчас в дежурную часть, чтобы приехал сюда ОСБ срочно. Вместе с оперативной следственной группой, вместе с оперативниками. Я поняла. На линии оставайтесь. Да. Говорите. Здравствуйте, это полиция? ВД район Донской. Адрес сейчас точно не скажу. Мы зашли сюда с видеофиксацией для того, чтобы написать заявление. Здесь увидели двух граждан. Один гражданин Киргизстана, другой гражданин Узбекистана. Они назвали нам фамилию, имя, отчество и сообщили о том, что у них здесь вымогают по 5000 рублей с каждого, для того, чтобы они отсюда вышли. Я бы хотел, чтобы сюда приехал сейчас отдел собственной безопасности. А вы кто? Я гражданин Российской Федерации, Коровин Вадим Александрович. Я пришел заявление писать. Я просто заявитель, да. Я сейчас по нему могу непосредственно в ОСБ позвонить. Это УВД район Донской. Да, интернет плохой, действительно. Какой здесь адрес? Скажите, пожалуйста. Я спрашиваю просто у дежурного. А как, просто на улице забрали? Очень похоже, да. Ну, они хотели регистрация проверять, а мы дали. У них с документами все в порядке, один опоздал на самолет. Все в порядке с документами, да? Ну да, Есть регистрация. Хозяйкам я был когда регистрацию делал, я объяснял, они смеялись. Короче, если хочешь 5000, да, сразу пускай, так сказать. А у меня тоже, у меня авиабилет Тимур. У меня фамилия Коровин Вадим Александрович. За что вы удерживаетесь? Ну, они, регистрация фальшивая сказал. Лично я сам хозяйка моя была берег. Удерживать за отсутствие регистрации, хотя регистрация у него есть. Ну да. Отпускайте? Да. А что, А сейчас ОСБ приедет, не спешите, пожалуйста. Ну хорошо. Сюда, пожалуйста. пораньше не пускали? Ребят, сюда выходите сразу. Да. У тебя патент есть? Все, быстренько сейчас вы отпускаете. Да. Черри, ты Я объясняю, меня не перебивай. Нет, только сейчас. Зачем? Вот люди пришли, за это Вот так вот, ребята. все. Перестаньте с ним. Ну как я перестану снимать? Перестаньте, пожалуйста, тут... Вымогательством заниматься. Мы вымогательством не занимаемся. Да, странно. Да, странно. Я вам объяснил же. Вы не пускали. Алло. Я вам объяснил же. Алло. Идет? Все, выпускают. А мне сказали, только что пришел, так все уходит. Все, быстренько, да, решили. Да, минута. Сейчас я. Ребят, можно? Так, данные свои оставляйте. Потому что сейчас с вами будут связываться. Можешь поговорить? Махмуд, Все, откуда? из Узбекистана. Узбекистан, ты? Из Киргизстана. Если что, я значок номер дал же. Все окей. Номер значка еще раз, можешь сказать? Можешь еще раз номер значка сказать? Сейчас, если телефон напишу. Ты еще не опоздал? Ты номер оставь. Доки все отдали, быстро решили вопрос. Ну да, вот. 022. 022 480. А он, Всё. а потом это дежурный. Они двое. И вот этот вот, который сейчас вас отпустил, да? И он тоже. Когда приедешь, с тобой Понятно. ФСБ попросит тебе по номеру. Номера свои записывайте, да. Ты в России? Или ты сейчас тоже улетаешь? Не, я здесь. А, ты здесь. Он улетает, да? Да. Угу. Номера свои оставляйте. Олег, сейчас. Сейчас уедете, не переживайте. Не, Вот этому удачно зашли. Да. А постоянно? Постоянно так. Вот заходишь в отдел, стоят 3-4 Да. гражданина Средней Азии и у всех вымогают деньги. Ждут, когда кто-то что-то принесет. Вот, предположительно, вот этот человек, по словам людей, Это да. вымогал. Значит, номер? Давай. А вот этот, который, вот этот не вымогал? Пиши номер значка. Вот этот не вымогал? Не, он. Этот не вымогал. Все, вы пока свободны можете быть. Подожди, сейчас. А? Вы пока свободны, не волнуйтесь. Он мне сказал, пусть этот, хозяйка придет. А зачем хозяйка? Зачем? Деньги давай, да? Ну да. Ты же Я денег хозяйка должен мне принести. Позвонила, она сказала, если что, я подойду. Все понятно.
Ну, пускай так. Ни хрена себе, будут тут деньги вымогать, еще нам что-то говорить. Фамилия, телефон, фамилия, имя, отчество и номер жетона, который, человек, который вымогал. Номер жетона, он же сказал. Можно? Да, Да, инвалид, всё. давай, ты улетаешь. Быстрее, да. Так, он представлялся? Нет. Не представился, то есть это номер жетона, да? Да. Так, 022 ты в Москве 480. Ну, я С тобой могут связаться просто, да. Или мы там, или еще Ребят, кто-то. я- Все, это нам информация, не переживай. Все, давай, иди. Да, спасибо. Пока, давай. Давай, счастливо. Если Паспорт что, не я забудь. позвоню, меня Вадим зовут. Юрий. Давай, пока. Давай. А теперь мы пишем заявление. Пишем, да. Не почистили. Переживали по поводу камер, а почистить забыли. Да, вообще косяк. Уважаемые оперативники ОСБ МВД, 10 декабря с нами так никто и не связался. Если вам нужны контакты потерпевших, я готов их предоставить и сам дать показания. Уважаемые подписчики, я продолжаю обновлять свою видеостудию. На ваши пожертвования я купил вот такой беспроводной микрофон Боя. Он стоил 7000 рублей в интернет-магазине в Москве. Оказать финансовую поддержку для появления новых хороших видеороликов вы можете прежним способом. Всем огромное спасибо.